скрывается. Я на него в суд хочу ходить. Кто разрешил там строить А вы подписывали? Я за то, что подписываю. Это вот фирма, это вот фотограф, а это вот то, что я самостоятельно в одиночку боролась с 31 сентября. И здесь я это ставлю в известность. Остались господин Воробьев у меня, Кузин, депутат, который на данный момент сейчас стал у нас. На каких основаниях? За наши деньги? Кузин. Да, он депутат числится. А я на него подала. А я не знаю, в каких местах. Я понятия не имею. Утверждаете, где он депутат? Но его нету. Почему он сюда не прибыл? А вы им задайте. А я вам задаю. Вы подписывали разрешение на стройку. Кузин. Вы подписывали ему. Вы... Да вы успокойтесь. Как успокоить? Вы меня... Нет, деньги, говорю, да, Как успокоить? Вы сейчас с дачи, наверное, поехали. На даче работают, да? У меня нет ничего, абсолютно. А у меня нет ничего. У меня ребенок. тоже выступает, когда балет устроит. Так, стоп. Ваше Кузин зрение. Родион Викторович, нанятый человек, нанятый. Я не знаю, Ваш. Если бы я простая взяла бы стройку, вы бы мою домовладелицу. Вы сейчас заняты. Вы должны знать. Я даже не вижу. Нет. Вы ничего не знаете. Далее. Давай, Саша. Да, лучше да, чтобы не слышно в митинге. Отдадите немножко. Дальше наши действия. Подождите, дальше наши действия. Скажите, как нам дальше быть? Как дальше нам быть? Скажите нам. Именно этого нужно добиваться в данный момент. Почему он бодается, что он так не хочет? Как только объект будет признан проблемным, соответственно, мы можем уже ставить вопрос перед тем же самым Куприяновым, перед Пахомовым о смене застройщика, о поиске нового инвестора. Да, это большая проблема, потому что сейчас рынок лежит на самом деле строительный. Застройщиков, которые в состоянии брать на Поставить себя ему сроки проблемные объекты, определенные. можно Застраивай, пересчитать либо в области по продавай. пальцам одной руки. Но тем не менее, пример высоких жаворонок, пример экопарка Нахабино, пример Белого города, которые были перезапущены только за прошлый год, подтверждают, что признание объекта проблемным позволяет ситуацию стронуть с мертвого места. Но, к Пинать такую лошадь вот, на самом деле бессмысленно, если у гарантии что стройинвест денег идет нет, и взяться им по нет. очереди строится. И они не появятся ниоткуда. 8 зданий. Ведь нет... Я вчера получил письмо от Минстроя, где сказано, что переговоры с инвестором закончились ничем. Все. А, еще даже ничем. Да. Это конкретно переговоры инвестора с застройщиком ничем не закончились. Регулярно, Если бы еженедельно, были претензии такого характера, то вообще даже не знаете, где этот строительный объект находится. Вы даже не знаете, как. Я вам скажу, я вам могу сейчас сказать, про каждый корпус в каком состоянии. Да самый простой, там охраны нету. Там что вы Я сегодня там был, да, там действительно охрана обеспечена. фотографировались там, и там старшими так. Сегодня. Там ничего нет. Это наши деньги воруются. Они понимают, что имеет дело с миллиардами привлечениями, За а официально то, по счетам что вы здесь решили. 29 Вот за все, миллионов. поверьте. Все остальные Почему? деньги Тогда признавайте нас. Почему? Это ничего не даст. и не поступают. Почему нам не Почему не даст? Это даст только одно, что гарантии строй, который у вас забрал деньги. Оно уйдет просто со стройки, да? Ну, можете застраивать сами. Да, и мы повесим проблему на Москву. Почему за свои деньги? А зачем? Какие мы свои деньги? Мы свои уже отдали. Вы отдали гарантии строй. Такой объект. Вы разрешили строить. А вы им разрешили, да. Они ненадежные, а вы Мы разрешили строить стройку, но на сегодняшний день из 19 корпусов 10 введены в эксплуатацию. Вот если бы вы меня упрекнули в том, что вы выдали разрешение, ни одного дома не введено, ничего, ни одного колышка не вбито, и все уже разбежались, это другая история. Хорошо, ладно. Вот ситуация она такая. должны за нас быть. А как нам быть? Как нам поступать дальше? А мы за кого спрятались?
смысл вам должны помогать? Что насчет котельной? Как ситуация сейчас решена? На каком этапе? Я знаю, что писали письмо губернатору Московской области о выделении финансирования на 2018 год. Котельная будет строиться по двум вариантам. Котельная по двум вариантам. Первый вариант. Приходит инвестор, ПИК, допускает ПИК. Он достроит и котельную, и все объекты. Не приходит ПИК, а идем по пути инвестирования в каждый объект. Вот в каждый. Нет, я именно конкретно по котельной. Вот слушайте, вот второй вариант. Инвестируем в каждый за счет того, что есть у гарантии строя. У гарантии строя есть еще квартиры, которые не проданы, и он может их квартиры отдать любому подрядчику, который чтобы достроил. У него есть торговый центр, который на Красноармейске. Ну да, знаем. Да, у него есть земельный участок в линейной части, у него есть завод в городе Жуковском. Пусть продает. Одно, другое, третье появились. Ну это финансы, да, это инвестиции его, да. Денег у него не хватит на котельную, не хватит. Мы уже посчитали, денег не хватит. В этом случае, во втором варианте, значит, район вместе с областью будет софинансировать строительство этой котельной. Ну вот как раз я имею в виду, что района и области. Вы писали письмо губернатору о том, чтобы выделить финансы в 2018 году. Ответ был от губернатора на данный момент? Просто об этом... Решения нет сегодня. Вот я в это хотел услышать. Решения нет. Почему? Потому что еще пока не выбран путь, по какому пойдет. Ну то есть, по сути, банкротить предлагаете застройщика. В данном случае, будем говорить, это банкротство. Раз будет распродавать свои активы, это, по сути, его банкротство. Нет, это разные вещи. Почему? У него есть активы, которые не в залоге. Они не в залоге, понимаете, в чем дело? То есть есть непроданные квартиры, квадратные метры, которые он продать не может, потому что никто ему не верит. Ну, сюда требуется инвестор, да, согласен, здесь нужен инвестор. Нужен кто-то, кто у него возьмет эти квартиры. Чтобы продавать именно свой завод. Это, по сути, его подушка безопасности, будем так говорить. То есть, если это начнет, это есть уже банкротство полностью тогда группа гарантий строит. Если он не будет продавать, то если он не будет по такому пути идти, да? То есть, не будет продавать жилплощади, вы имеете в виду, да? Не будет продавать свои активы и достраивать их объекты. То есть, следующий шаг, правильно вы говорите, это путь к банкротству. Путь к банкротству. И тогда приходит конкурсный управляющий, значит, сначала наблюдение, потом объявление. Ну да, процедура банкротства, это понятно, да. И тогда мы отодвигаем вообще все на целый год, потому что там кредиторы 5-10. И тогда вот эти все активы, которые у него есть, они просто будут проданы на рынке совершенно по другой цене, по другим. Ну понятно, это уже другое. Мы брошены. Нет, сейчас не брошены. Кто вас бросил? У вас есть 214? Нет, сейчас... В этом году я получил. Договор у вас доливает? Да, это не брошено. Так защищены, а дальше как быть? Каким законом? Что вы говорите? Буду вам объяснять. Мне это не надо объяснить. Я знаю, там это и как подписывать эти бумаги.